В течение 3 десятилетий Новосибирский областной татарский культурный центр накопил десятки экспонатов, предметов материального наследия татар. Таким образом, появился самый настоящий, пусть самодеятельный, музей, в котором быт татарского народа представлен во всей своей красе. Долгое время все это хранилось в крошечной комнатке Дома культуры «Строитель», ныне концертно-театрального центра «Евразия». И лишь изредка музей имел возможность показать свои накопленные предметы татарской культуры. Это случалось, когда татарский центр принимал участие в мероприятиях городского, областного, межрегионального и международного статуса, представляя на них не только национальную культуру, но и экспонаты на выставке. Но в 2019 году все изменилось. Во-первых, татары Новосибирска получили свой дом по адресу улица Алейская, 16. А во-вторых, на территории Дома татарской культуры теперь располагается деревянный комплекс «Татарское подворье», который был передан Республикой Татарстан в подарок Новосибирску после проведения федерального сабантуя в 2019 году. Фактически, привлекательная действующая фотозона. Сделать селфи или коллективный портрет на фоне разноцветного фактурного богатства хотят все участники и гости мероприятий. От красочных вышивок, изобилия объектов домашнего декора, деревянных предметов быта, коллекции посуды и старинной техники, утюгов, гармоний, швейной машины, кукол и манекенов в национальных костюмах трудно оторвать взгляд. Все хочется рассмотреть, пощупать, примерить. Собрав в себя различные предметы татарского быта, получился пока небольшой, но интересный музей, который хранит дух татарской старины. Последний экспонат, деревянная мечеть, была передана музею Дома татарской культуры жителями деревни Малый Тибис Чановского района, автором которой является учитель труда Эннуддинов Ильяс Камильевич. Сотрудница Новосибирского областного татарского культурного центра Рамзия Сагитовна владеет несколькими практически утерянными ремеслами. Например, вышивает национальные орнаменты, может прясть. В музее 2 разных прялки и 6 книг. В планах найти деревянную колыбельку бишек, которые раньше были во всех татарских домах, их подвешивали к потолку. Дом татарской культуры и сам как музей. Гости с порога попадают в уютную атмосферу татарского дома. Ковровые дорожки, ведущие на 2-й этаж вдоль размещенных картин по стенам о татарской культуре, предметах быта и одежды, национальных блюдах, представляют целое произведение искусства в восточном стиле. На 2-м этаже дома по коридору развешаны портреты известных деятелей татарской культуры и искусства, поэтов, писателей, композиторов, а также представлены творческие работы художественной студии татарского центра. В здании находится библиотека с татарской литературой. Книги представлены на разные тематики и предназначены как для детей, так и для взрослых. В фойе на 1-м этаже размещена выставка картин Шамиля Рахимова, жителя Новосибирска. А в праздничном зале Ильдара Апчелеева, жителя Куйбышевского района из села Аул-Биргуль, который создает свои шедевры ногами ввиду своей болезни. На территории Дома татарской культуры на средства гранта Республики Татарстан установлены уличная сцена, информационные стенды о татарских организациях Новосибирской области, татарской слободе, истории татар, а также посажены деревья и кустарники. Приглашаем всех желающих на экскурсию по татарскому подворью и Дому культуры.